25 января в Москве началась конкурсная программа 26-го фестиваля Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Получить престижную награду могут сразу три наших земляка – осетинских театральных деятеля – дирижеры Туган Сохиев и Тимур Зангиев, а также режиссер Марат Гацалов. Лауреаты премии «Золотая маска-2020» в основных номинациях будут объявлены 15 апреля в Московском концертном зале «Зарядье». Тем временем в республике ожидается улучшение условий обучения для молодых музыкантов. Два образовательных учреждения – Владикавказское училище искусств имени Валерия Гергиева и музыкальная школа в Моздоке – получат новые музыкальные инструменты и концертное оборудование. Финансирование предоставлено в рамках национального проекта «Культура». На приобретение музыкальных инструментов выделено 14,5 миллиона рублей. В связи с этим мы решили выяснить, в каких условиях обучается музыкальное будущее республики и как обстоят дела с оснащением в учебных заведениях нашего города. Подробности в следующем материале. Урок музлитературы для учащихся 2 класса. Эти дети только начинают свой путь в большую музыку. Детская музыкальная школа номер 1 имени Чайковского – одно из старейших учебных заведений республики с долгой и интересной историей. В этом году школа отмечает 85-летие. Именно здесь получали свое начальное образование многие музыканты нашей республики, как и большинство композиторов Северной Осетии, таких как Ацамас Макоев, Николай Кобоев, Людмила Ефимцова, Лариса Канукова, Олег Диамбеков и многие другие. Да и маэстро Валерий Гергиев когда-то закончил именно эту школу. Несмотря на то, что ремонта здесь последние 40 лет не было, школа выглядит достаточно неплохо. Порядок поддерживают своими силами. Периодически помощь в решении бытовых проблем оказывает Управление образования администрации местного самоуправления Владикавказа, но этого явно недостаточно. Остро стоит вопрос с оснащением музыкальными инструментами. Те, что есть в наличии, свой ресурс почти отработали. Мы не единственная школа, потому что вот все инструменты, в основном 90%, уже давно отслужили свой срок. Им более 50 лет совершенно точно. Я 3-й год всего возглавляю школу, но я спрашивала на эту тему, как бы есть документация определенная, поэтому инструменты вот на 90% себя это как и духовые, так и народные, так и, собственно, фортепиано. Это прежде всего фортепиано, естественно, потому что школа начинала именно с фортепианного отделения свое существование и очень долго, только пианисты здесь обучались. Вот меня этот вопрос больше волнует. Народные инструменты в безобразном состоянии, тоже могу я так говорить или нет, не знаю. Но у нас вот оснащение, у нас есть оркестр народных инструментов, который уже вот просто этим домрам более 50-60 лет. А это училище искусств имени Гергиева, еще одно прославленное музыкально-образовательное учреждение нашей республики. Ремонта и здесь давно не было. Стены обшиты кое-где побитыми пластиковыми панелями, которые здесь явно неуместны. 2 года назад исполнилось 80 лет со дня основания музыкального училища, но масштабного юбилея так и не состоялось. Причина – недостаток финансирования. Круглую дату отметили скромно в стенах училища серии концертов. Благодаря преподавателям многие выпускники ежегодно поступают в лучшие консерватории нашей страны, где потом успешно продолжают получать музыкальное образование. Я закончила музыкальную школу в городе Беслан. И после, в 2016 году, поступила в колледж. Сейчас на 4-м курсе уже выпускаюсь в этом году. Конечно, я уже играю намного лучше, чем до этого. Я вижу рост, вижу прогресс. И все это благодаря моему педагогу в первую очередь. И надеюсь, что и дальше, уже впоследствии в консерватории, я буду продолжать совершенствоваться и буду лучше. Армила в стенах училища учится уже 3-й год. Мечтала попасть на вокальное отделение, но подвели связки, потому пошла получать образование на отделение народных инструментов. Одно из самых востребованных, желающих на него попасть достаточно много. Но вот беда, большинство музыкальных инструментов уже не в лучшей форме. Что касается инструментария, конечно, последний раз инструменты в колледже искусств закупались в 1987 году. И с тех пор вот такого масштабного закупа у нас не было. Естественно, все они изжили свой ресурс, эти инструменты. На сегодняшний день многие педагоги старшего поколения выражаются так, что на кастрюлях играем. Потому что на самом деле дерево высохло, там строй не держат инструменты, внешний вид. Там вот, например, у нас сейчас большая катастрофа с баянами.
У нас их нету в республике вообще ни у кого. А один баян, если мы будем конкретно говорить о ценах, то стоит 570 тысяч. А это отчетный концерт в детской школе искусств Владикавказа. На одной сцене учащиеся и преподаватели школы. В ближайшее время здесь начнут ремонт при поддержке АМС Владикавказа. Да и с инструментами все не так плохо, но, к сожалению, у школы нет своего рояля. Наше руководство в целом заботится о нас. Мы на протяжении, я 8-й год руководитель, мы в течение этих 8 лет неоднократно закупали музыкальные инструменты. Конечно, моя мечта – это концертный рояль, это самое сложное, но я очень надеюсь, что городские, республиканские власти помогут нам в этом вопросе. И надежда все равно есть и всегда будет. Мы на страже сохранения национальной культуры в первую очередь. И вот, слава Богу, как-то, знаете, в последнее время, просто, наверное, Всевышний нас услышал, что мы можем погибнуть, потеряв свою национальную культуру. Еще одно образовательное заведение нашей республики – колледж культуры. В единственном зале, который является и концертным, и физкультурным, и хореографическим, идет предварительный просмотр дипломных проектов студентов. Самые востребованные направления в колледже – отделение народных инструментов и хореография. Но, к сожалению, и здесь тоже остро ощущают нехватку инструментов. Мне никто не задавал вопрос, нужны ли нам музыкальные инструменты. Последние музыкальные инструменты, вот, допустим, оркестр возьмем. У нас оркестр лауреат конкурсов, причем он единственный, насколько я знаю, на сегодняшний день. Это оркестр преподавателей и студентов, народные инструменты. Эти инструменты мы приобретали в 87 или 88 году. Но у каждого инструмента же есть свой срок. Они уже, эти инструменты, вот как наши, извините за прозу, педагоги их называют дрова, они уже не отвечают требованиям, они не держат строй. Ну, как-то так получилось, что, наверное, последние годы и экономические проблемы, и вот это все как-то сказалось. У нас сегодня инструменты настолько изношены, что мы никогда в жизни не осмелимся на этих инструментах выехать за пределы даже вот Ильхотовских ворот. Мы надеемся, что Министерство культуры и другие профильные ведомства обратят внимание на ситуацию с оснащением музыкальных учебных заведений. Ведь именно наши музыкальные школы и училища готовят выпускников, которые впоследствии прославляют нашу республику со сцен всего мира. Федор Сухарников, Сергей Дедикаев, Суслан Токаев. Специально для программы «В итоге».